Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодняшняя наша передача посвящена ко Всемирному дню трезвости. И тема нашего разговора – алкоголизм, его лечение и профилактика. Алкоголизм – это заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных напитков, характеризующееся патологическим влечением к ним, развитием психической и физической зависимости. В случаях длительного течения болезнь сопровождается стойкими психическими и соматическими расстройствами. Данная проблема стала актуальной для нашей страны в последние десятилетия, когда в связи с политическими и экономическими реформами количество больных этим недугом резко возросло. По данным статистики, на каждого россиянина, считая и женщин, и детей, приходится по 180 литров выпитой водки в год. В формировании алкогольной зависимости решающую роль играют следующие факторы. Социальные факторы – это культурный и материальный уровень жизни, стрессы, информационные перегрузки и урбанизация. Биологические факторы – это наследственность. До 30% детей, чьи родители злоупотребляли алкоголем, может быть потенциальными алкоголиками. И психологические факторы – психоэмоциональные особенности личности, способность к социальной адаптации и противостоянию стрессам. Рассмотрим патогенез этого заболевания. Патогенезы различаются 3 стадии. Это компенсированная или первая стадия, вторая стадия наркоманическая и третья стадия терминальная стадия. Грозными признаками начала заболевания на первой стадии служит главный симптом – это непреодолимая тяга к употреблению алкоголя, потеря чувства меры по отношению к выпитому, формирование толерантности к алкоголю и легкие формы абстинентного синдрома. После принятия высоких доз алкоголя возникает амнезия, снижается трудоспособность. На первой стадии формируется лишь психическая зависимость, но уже в это время возможно нарушение функционирования некоторых систем и органов. Часто наблюдается алкогольная кардиопатия, описана также неврологическая симптоматика в виде нарушения сна, утомляемость, беспричинные колебания настроения. Ко второй стадии болезненное влечение к алкоголю усиливается, поэтому нарастают психические изменения, концентрация всех интересов на алкоголе. Характерной особенностью является окончательное формирование абстинентного синдрома. Из соматических расстройств наблюдается алкогольная жировая дистрофия печени и даже цирроз печени. Со стороны желудочно-кишечного тракта язвы, гастриты, панкреатиты. В третьей стадии на первый план выдвигаются признаки психического оскуднения, соматического дряхления и падения толерантности к алкоголю. Амнезия случается даже при приеме малых доз алкоголя. При этом меняется как характер опьянения, так и характер влечения к алкоголю, который из предмета смакования превращается в средство поддержания жизнедеятельности. Итак, алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующее патологической потребностью человека в алкоголе. Основной категорией профилактики алкоголизма является здоровый образ жизни. Социальный опыт показывает, что проблема алкоголизма решается не посредством лечения, а с позиции профилактики, которая должна осуществляться комплексом законодательных, административных, правовых и организационных мероприятий. Алкоголизм, как правило, приводит к социальной изоляции больного, нарушаются его семейные, трудовые и другие общественные отношения. Проблема для нашей страны алкоголизма сверхактуальна. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому, кроме лечения болезни, на сегодняшний день неэффективно до 80% рецидивов. Требуется искоренение причины этой проблемы. Проблема социального контроля над потреблением алкоголя в конечном счете упирается в проблему воспитания гармоничного, социально активного, внутренне стабильного и в то же время непрерывно развивающейся личности. Но это не означает, что общество должно отказываться от мер ограничения, прямого запрета и наказания за употребление алкоголя. Хотя теперь уже совершенно ясно, что такие меры сами по себе не могут полностью искоренить злоупотребление спиртными напитками. Главное направляющее решение проблемы алкоголизма и пьянства – это борьба за воспитание нового человека и создание атмосферы нетерпимости и морального осуждения не только всех форм злоупотребления алкоголем, но и всех форм асоциального, аморального, безнравственного, антигуманного поведения и отношения к человеку и обществу. В первичной профилактике алкоголизма традиционно важным аспектом считается санитарно-гигиеническое воспитание населения.
Оно включает в себя повышение его санитарной грамотности и культуры, пропаганду здорового образа жизни и искоренение вредных для здоровья привычек. И в заключение хотелось бы сказать, посоветовать: все хорошо, если в меру. Добрый вечер. Я хочу сегодня немножко поговорить с вами о алкоголе. Употребляющие алкогольные напитки в наше время и в нашем районе с каждым годом сейчас стало все больше и больше. Алкоголь. За этим коротким словом скрывается длинная цепь нежелательных и вредных явлений. И одно из них – пагубное влияние алкоголя на потомство. Хронический алкоголизм – это хроническая алкогольная интоксикация, вызванная злоупотреблением алкоголя и которая проявляется непреодолимым влечением к спиртному и формированием зависимости. Развитию алкоголизма предшествует бытовое пьянство. Чаще это приходится на молодой возраст. Очень опасным является употребление алкоголя детьми. Чем моложе ребенок, употребляющий спиртное, тем быстрее у него развивается хронический алкоголизм. Детям нельзя не только пить, но даже пробовать спиртные напитки. У подростков болезнь развивается быстро и протекает злокачественно. Злоупотребление алкоголем чревато осложнениями. Возникают алкогольные психозы, алкогольный параноид, алкогольный галлюциноз, алкогольная энцефалопатия, корсаковский психоз. Кроме этих осложнений, есть и другие нарушения внутренних органов, заболевания печени, почек, легких. В состоянии алкогольного опьянения совершаются правонарушения, совершаются преступления. Помните, что здоровые дети, их будущее зависит от нас, от взрослых. Призадумайтесь над этим. 11 сентября объявлено празднованием Всероссийского дня трезвости. Давайте возьмем себя в руки и начнем здоровый, трезвый образ жизни. Жизнь, где нет места капельки спиртному. Занимайтесь спортом, музыкой, танцами, любите друг друга, цените друг друга. Не стоит отравлять свою жизнь, когда жизнь так прекрасна. Здоровья вам всем!